Легко ли быть татарином? Фрагменты из книги Рафаэля Хакимова. Выпуск 19. 6 татарских юртов. Куда исчезли Кимаки и Кипчаки? Цитата. «Все просто, когда знаешь как». Чингисхан. Начиная работу над изданием истории татар с древнейших времен в 7 томах, я предложил Миркасыму Усманову первый том посвятить полностью древнетюркскому периоду. На что он возразил: «Ашихма, не спеши, ты не понимаешь, о чем говоришь. Этот период не разработан, авторов нет, материалов не хватает, на полноценный том не тянет». Однако я настаивал и предложил проконсультироваться с Кляшторным, одним из лучших специалистов по древнетюркскому периоду. Усманов выругался, но согласился. На одной из конференций мы сели в сторонке, и Усманов начал меня чистить. Вот он, не историк, ничего не знает о древнетюркском периоде, но настаивает, что был отдельный том. Кляшторный задумался и начал перечислять имена. Этот уже старенький и давно не пишет. Этот умер. Этот, где обитает, никто не знает. Том не получается. Усманов обрадованно воскликнул: «Вот видишь, а ты всем голову морочишь, елки-палки!» Он просто упивался своей правотой и несколько раз повторил, что я не историк и только хожу и морочу всем голову. Я не сдавался. А если мы сделаем расширенное предисловие к первому тому? Иначе получается куцая история. Всем же интересно, где наши корни. Если мы ничего не скажем о гуннах, то получится, что татары спустились с небес. Тут они оба согласились. Работа началась. По ходу дела вдруг замороженные, куда-то исчезнувшие ученые ожили. В середине 90-х годов ситуация в России не содействовала научным исследованиям, и многие ученые разбежались с исторической арены добывать себе кусок хлеба на преподавательской или другой работе. А когда начались конференции по древним тюркам, они повылезали из своих нор. Так постепенно получился добротный и во многом уникальный первый том, чьим главным редактором стал, естественно, Кляшторный. Мне многократно приходилось обсуждать с Сергеем Григорьевичем Кляшторным самую раннюю историю татар, и он не раз намекал: пора отделить татар и монгол. Честно скажу, я его тогда не понял. Он пытался определить расположение 6 татарских юртов, о которых упоминал Рашид-ад-Дин. Один из юртов Кляшторный локализовал у озера Буир-Нор на востоке нынешней Монголии. Другой юрт он относил к территории Ганьсу на границе с восточным Туркестаном со столицей Сучжоу. Иначе их в хрониках называют западные татары. Махмуд аль-Кашгари называет эту территорию Дэш-и-Татар. Западные татары граничили с уйгурами, выполняя функцию посредника между китайцами и уйгурами на Великом Шелковом пути. Об остальных юртах не было никаких сведений. Но вот появились новые переводы китайских летописей Храпачевского, и дело помаленьку проясняется. Белые татары располагались на территории нынешней внутренней Монголии, сразу за Великой Китайской стеной, и их можно отнести к отдельному государству. Еще 2 татарских государства связывают с так называемыми войсками Дю во главе с татарским племенем Тутук-Куйлут, самым уважаемым, по словам Рашид-ад-Дина. Они локализуются севернее Кидани, Ляо, и западнее от Джуршени, Цзинь. Предполагается, что кидани были предками нынешних монгол, язык не расшифрован, и в древности населяли территорию современной внутренней Монголии,
Монголии и Маньчжурии, а журжени были предками маньчжур. Самостоятельный юрт составляли черные татары, жившие на северо-востоке нынешней Монголии. По данным китайских источников, в 1211 году черные татары жили вдоль границ с Цинь и были вассалами журженей. Появление различных названий одних и тех же татар в разных летописях объясняется делением их по разным признакам. В одном случае указывали на их хозяйственную деятельность: земледельцы белые, скотоводы черные, охотники дикие. В другом их название происходило от местности проживания, государства западных, северных и северо-западных татар. В случае с образованием войска Дю отмечалась их государственная функция. В летописи Зинджи они названы «пограничные войска Севера». Таким образом, все 6 татарских юртов находят свое место, хотя нет ясности, сколько они просуществовали до появления Чингисхана. Рашид I диких татар, видимо, не выделяет самостоятельное государство, поскольку те не имели ханов и государственных структур, занимаясь лишь охотой на юге Сибири. Они только и знают, что скакать на лошадях вслед за всеми другими, свидетельствует Мендабейлу. Мне кажется, к татарскому юрту можно также отнести кимакский каганат, хотя большинство исследователей считают основателей этого государства кимаков и кыпчаков самостоятельными народами наряду с татарами. Здесь надо сделать отступление и пояснить наш тезис. Абу Саид Гардизи пишет о происхождении кимаков следующее. Начальник татар умер и оставил 2 сыновей. Старший сын овладел царством, младший стал завидовать брату. Имя младшего было Шад. Он сделал покушение на жизнь старшего брата, но неудачно. Боясь за себя, он, взяв с собой рабыню-любовницу, убежал от брата и прибыл в такое место, где была большая река, много деревьев и обилие дичи. Там он поставил шатер и расположился. После этого к ним пришли 7 человек из родственников татар: Ими, Имек, Татар, Баяндер, Кипчак, Ланикас и Аджлат. Из этого сообщения Гардизи может сложиться впечатление, что татары, как и кыпчаки, относятся к кимакским племенам. Но здесь нужно помнить принцип сохранения материнского, то есть главного этнонима, у старшей ветви рода, в то время как остальные ветви получают свое собственное имя. Ссылаясь на разные самоназвания племен, мы можем воспринять их в качестве различных народов, хотя на самом деле они всего лишь ближайшие родственники. При объединении в союзы они возвращались к материнскому, то есть главному имени, как в случае с Алты-татар, Тухус-татар, Утус-татар и так далее. Опираясь на свидетельства Гардизи, мы можем лишь утверждать о политическом доминировании кимаков среди близкородственных татарских племен в конкретный период и на конкретной территории. С ослаблением кимакского каганата, а также Дэши Кипчака, кимаки и кыпчаки неожиданно исчезают с исторической арены. Почему столь сильные народы, имевшие свою государственность, не сохранились, как, например, марийцы или чуваши, живущие у нас под боком 1000 лет? Марийцы не имели собственного государства, но никуда не исчезли, так и живут в своих лесах. Народы не появляются из ниоткуда и не исчезают в никуда. Почему кыпчаки и кимаки исчезли? Объяснение типа, мол, кыпчаки были ассимилированы, неубедительно. На самом деле они не исчезли,
а просто вернулись к материнскому главному имени, то есть слились с татарами, а затем и с казахами. Существование 6 татарских юртов объясняет столь стремительное возникновение империи Чингисхана. В скобках заметим, эта империя возникла не на пустом месте, было уже 6 татарских юртов. Возникновение империи Чингисхана и покорение им всей Азии, Китая, Персии, а Бату Евразии вплоть до Европы. Не случайно Марко Поло выше приведенной цитаты отмечает: татары со всего света пришли к нему, то есть к Чингисхану, и признали его своим государем. Такое объяснение более правдоподобно, нежели решение монгольских пастухов на Курултае покорить мир. Ниточки соединить — получится аркан. Татарская пословица. Продолжение следует. Давамы бар.